Вспомнить историю, отдать дань памяти трагическим событиям февраля 44-го. О депортации эти юноши и девушки знают только по рассказам бабушек и дедушек и учебникам истории. Но волнение в голосе не скрыть, когда читаешь стихотворение о трагическом дне. Мой сверстник и старик глубокий, и льют пали с чувством долга. За что ж тот февраль жестокий за нами следует так долго? Ребята не только декламируют стихи о депортации, но участвуют в миниатюрах. Один день из жизни обычной ингушской семьи, который перевернет всю оставшуюся жизнь. У Магомеда рождается сын. Родственники, обрадованные этой вестью, желают устроить мавлид. На кухню снуют женщины, готовят праздничный стол. Казалось бы, ничто не предвещает беды. Репетировать долго ребятам не пришлось историю своих предков. Они знают прекрасно. Готовиться помогали не только учителя, но и родные дома. Выразить боль народа дети попытались не только в стихах и миниатюрах, но также и говорящими рисунками. Каждый из ребят сумел увидеть трагедию народа по-своему. Для кого-то это тоска по родным горам и холмам, а для Заремы Тачиевой это прежде всего дорога в неизвестность и скотные вагоны. تيجي شكولي تبوز داش بوقتش حمي وتتر تخيمة وتتر ترجع أخذ ميتك خوتر بيرش خنتر كدوزم خنبش. Народ провел в ссылке долгих 13 лет. От голода, холода и болезней погибли тысячи. Здесь отдают дань мужеству и стойкости людей, сумевших выдержать все тяготы жизни и не потерять веру в лучшее. محكوزك تهاي تسرسار سيجي دابو جشان تاچار لچ قيش قها خنش كوت كسا اشيه كي لچ قيش ها خن تا خنوت صار سبري ابو جرشار بي وين ابو جاربي تا خنوت سانشين تا خنوت يقرا ان غلغنا ناقصتلدش تاني زر دالج محك لچ قيس تو اغان داتين خانه. Несгибаемый дух и вера, пожалуй, именно благодаря таким качествам наши предки и не теряли надежду обрести потерянный дом. Долг потомков – помнить уроки истории, не забывая прописную истину, что без прошлого нет будущего. Тамара Хшагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.